Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне, и я сегодня собралась сделать рыбник. Сначала, конечно, приготовим тесто, чтобы оно поднялось. Так, сначала нужно проверить у нас дрожжи. Сахарный песок немножечко взяла, дрожжи, чайную ложечку взяла. И водичку тепленькую. Ну, я, друзья, тоже с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да, сегодня, как уже сказала Маша, мы решили приготовить рыбник. Рыбник по-коми, то есть черри-нянь. Черри это рыба, нянь это хлеб. Рыбник, это получается рыба в тесте. Теплое место оставлю, пусть у меня дрожжи заиграют. Да. Ждем, когда дрожжи заиграют. Проверка от дрожжей вообще. Иногда некоторые дрожжи, они, знаете, ну, не работают. Вот. Когда дрожжи работают, там получается небольшая шапочка. Вот. В это время немножко подождем, потом дальше будет Маша месить тесто вот эту замысочную миску. Вот так. У нас сегодня, друзья, Покров, праздник Покрова, и всех православных с этим поздравляем. Божьих благословений вам. Всех с праздником, с Покровом. Вот. И мы сегодня как бы день нерабочий, получается. Нельзя там тяжелую и грязную работу выполнять, делать. И решили такой делать рыбник. У нас в холодильнике что есть? Подъязики, да? Подъязики. И из этого будем делать. Вспомнить, как раньше делала рыбники. Давно уже, конечно, это не этим не занималась. Да, рыбники точно Маша давно не делала. Вообще давно. Вот сегодня хочу опять попробовать. Все пироги, да, пироги, да, пироги, да, пироги. Шанги, пироги, шанги, пироги. А вот рыбник давно действительно не делали. Сегодня попробуем. Думаю, дрожжи заработали. Где-то минут, наверное, 15 вот прошло. Ну да, шапочка такая есть. И вот сейчас Маша будет. В общем, воды сколько взяли примерно? Здесь 150 и здесь 100. Где-то 250. Да. Ну, стакан такой большой воды, 250. Потому что многие пишут, почему в граммах не пишите, друзья. Но мы, вот знаете, по-деревенски это как? По-деревенски это получается на глаз. Но я все так решил, как бы, проговаривать эти моменты, сколько примерно будет. И еще запишу, постараюсь записать в описании рецепта. Сколько вот мы израсходуем, только и напишем. Так, ложечка растительного масла Маша добавляет. Беру яйцо, кладу только желток. Кладу соль. Ну, где-то вот тоже чайную ложечку. Пол чайной ложки. Ну, с горкой. Я видел, я все замечаю. Была такая пол чайной ложечки, но с горкой. Так, у меня здесь мука. Не знаю, сколько понадобится, но потихоньку буду высыпать. Вот
мерный стакан, да, тут взяли специально этот мерный стакан, потому что узнать, сколько потребуется муки. Потому что, как уже говорил, мы все на глаз да на глаз делаем. А тут 600 грамм, и сколько останется, и не хватит. Но у нас рыба небольшая, друзья, и не надо много теста. Поэтому, скорее всего, эта мука останется. Так делали этот рыбник наши мамы и наши бабушки. Для вкуса некоторые добавляют. Все хозяйки по-разному добавляют. Для вкуса кто молоко кладет, кто пахту, кто еще что. Мы просто взяли воду. Маша мешает тесто потихоньку, а я потом уже включусь, как тесто будет похожее на конечный вариант. Просеивает муку через сито и так далее. Вырисовывается картина теста, вот такая примерно будет, такой густоты, такой вязкости. Ну, у нас ушло 500 грамм. На вот этот комочек теста ушло 500 грамм муки. На 250 200, да, воды. 250 миллилитров воды. У нас ушло 500 грамм муки. Вот. Немножко смазываем растительным маслом. И кладем на печку, Ну, чтобы у нас поднялось. на печке это, знаете, на лежанку. Печка теплое место, друзья. Не у всех есть печки. Теплое место. Укроем сейчас вот этим пищевой пленкой. Есть крышка, конечно, у этой миски, но она выстреливает. Как будет тесто подниматься, она как из пушки выстреливает. Даже в некоторых моментах пугаемся, такой звук такой громкий. А пищевая пленка, она раз укрыли и все. И все, теплое место отправляю. Примерно где-то будем ждать час, чтобы тесто поднялось. Тесто поднялось. Час прошел, видите, тесто такое поднялось. Дрожжи работают, все хорошо. Ну и будем катать такой блин. Формочку такую. Из оставшего теста можно сделать что-нибудь. Пирожки какие-нибудь. Или просто булочки. Ну вот, примерно основание этого рыбника готово из теста. И у нас вот есть подъязики. Подъязики. Сюда можно любую рыбу. Можно щуку. Можно, что там еще? Из хариуса крупного делается тоже такой отличный. Лещ. Отличный лещ получается. Отличный лещ получается. Рыбник из леща отличный получается. Вообще суперский. Просто у нас сейчас леща не оказалось. Вот. У нас из приправ ничего нету, только соль. Соль. Вот так кладем. 2 рыбины такие. Для сочности, друзья, добавим по кусочку, ну такой грамм, сколько там, 20 примерно, сливочного масла в каждую брюшину. Ну, прямо внутрь засовываем. Ну, это даст такой сливочный вкус и сочность.
А потом еще вот этот такой пирог а-ля пирог, рыбник а-ля пирог. Вот так заворачиваем конвертики. Но по середке надо, чтобы было открыто все. Даже можно потом еще сюда или сливочное масло ложечкой добавить, чтобы не высохло, или растительное масло. Вот так. Примерно. А мы духовку не включили, забыли. Ну, ничего страшного, потому что нашему рыбнику надо еще даст, пускай он немножко поднимется. Поставим на противень его, и на противне он будет подниматься. Тесто еще у нас осталось. Вот, друзья, это тесто осталось, ровно половина этого теста осталось. Если бы еще вторая рыбина, две такие рыбины были, или большая рыбина одна, например, щука, или даже можно скумбрию. У скумбрии замечательно получается из морской рыбы, если применять. Ну и пока, наверное, духовка согревается, если я не ошибаюсь. Пусть это поднимается у нас пока еще немножечко. Да. Тесто. Наше тесто должно еще немножко подняться. Вот. И все. И вот такой рыбничек. Из остатков теста мы, друзья, ничего не стали придумывать. Ну вот такие булочки. Заворачивает Маша. Сейчас я поближе поснимаю, как она завернет. Просто такую булочку, косичка, булочка и вот такая. Ничего не придумает. Ну, осталось тесто потом, что уже. Не будем замораживать. Можно так сказать, тесто это заморозить, и в следующий раз бы пригодилось. Вот так. Это второй противень такой маленький. У нас вон основное блюдо сегодня рыбник, конечно. Сейчас еще немножко сметанкой. Можно, конечно, и желтком помазать, но сметанкой мажем. Теперь пусть немножко тесто поднимется, пока подождем. Сначала в духовку булочки. Они как бы уже тесто поднялось таки, можно сказать. И Ну и еще такой момент, что после рыбника в духовке небольшой запах будет от рыбы. 180 градусов на 20 минут. Ждем, друзья. Но у нас 20 минут прошло. Ну-ка, что у нас там? Ох, смотрите, какие румяненькие булочки разных форм. Ого, горячо. Ты что, Маша, руку обожжешь. Везде не пригорело, а везде со всех сторон. Сейчас немножко смажем и укроем. На горячую всегда надо выпечку укрывать, такие булочки. Они потом получаются очень мягкие и очень вкусные. Ну, аромат уже идет. Самое простое. Это из остатков теста у нас получилось, друзья. Да, друзья, добавили вот такой рыбник. Видишь, тесто тоже немножко поднялось уже после того, как... Мы, друзья, добавили градус 200 градусов. Забыл я сразу уточнить. Так, добавили. Так, все. Ну, на 20-30 минут. Примерно как-то так. А там потом посмотрим. Ну, через 20 минут уже будем смотреть. Обязательно. Мажем сливочным маслом. Маслице ничего не испортит. Что кашу, что булочку, что шанги, что рыбу. Все как раз. Вот такие красивенькие булочки получились. Булочки загляденье, да. Но у нас там, друзья, рыбник. Самое главное, основное, что мы сегодня делаем, рыбник.
Эти булочки со сладким чаем, друзья, просто прелесть будет. Сейчас укроем мы их. И они будут очень-очень мягонькие. Все правильно, Мария Олеговна? А теперь пока подождем наш рыбник. Очередные 20 минут, друзья, прошли. И наш рыбник, смотрите, какая красотень. О, шикарно. Там внутри подъязики. Как выглядят, Маша? Угу. Румяные. Румяные. Не просто румяные, а замечательный рыбник, друзья. Замечательный. Замечательный рыбничек. Что останется масло, сюда нальем сверху вот еще рыбы. Смотрите как. Прям шикарный. Аромат невероятно вкусный. Рыба речная, рыба просто рыба. Рыба, пирог такой. Вот такой. А сейчас тоже немножко рыбник закроем. Вот булочки у нас уже как бы... Вот, ну-ка пальчиком покажи, какие они мягонькие. Смотрите, какие они мягонькие. Видите? Видите, они какие мягонькие. Вот. Мягонькие и пушненькие. Они сразу восстанавливают форму свою. Я надеюсь, правильно все озвучиваю, Мария Олеговна? Ну да. Потому что хозяйка-то она смотрит, а я там болтаю тут. Может, неправильно что-то говорю. Видите, какие мягонькие булочки. Да. Вот так. Ждем, пока немножко подостынет, и будем, конечно же, пробовать, как обычно. Да, будем пробовать. Сначала пусть подостынет. Потому что, ну как же, мы на канале всегда, что мы приготовили, то всегда пробуем, показываем. Не думайте, что это самое Маша сегодня немногословно, потому что мы болеем. Я немножко уже восстановился, Маша тоже еще болеет. Маша болеет, да еще и травму получила. Вот. Вот в больницу съездила вчера, а сегодня уже дома тоже печем. Ну, все, пусть остывает. Пусть остывает, да. Красота такая. Вот здесь красота, друзья, вот здесь. Смотрите, какая красота. И вот тут красота. Самая красивая и обаятельная у меня женщина. Спасибо на добром слове. Или ты как-то сказала? Все равно за кадром зацелую. Так, друзья, время Ч, время X. Смотрим, что у нас там. А у нас там, друзья, что? Рыба, запеченная в тесте. Это называется рыбник. Вообще, по правилу, это все режется как, ну, крышка. Нужно вдоль вот этого пирога, так скажем, резать это все дело. И открывается вся верхняя часть. И так употребляется. Прямо вот этот рыбник, как бы он будет как бы миской, тарелкой. Но мы не так. Мы сейчас вот пробуем на камеру, чтобы блюдечко вон взяли. Там хлебушек уже сверху Маша отрезала. И, ну, есть такая довольно костлявая рыба, конечно, костлявая. Но она вкус очень такой. Я люблю вот из рыб вкус язя, вкус леща и вкус карася. Ух. Смотри, как сочненько все. Видите, рыба вся испеклась, и хлебушек там. Вот так. А так обычно, покажи вот, Маша, примерно края, как открываем. Полностью вот проведи вот, да. Вот так здесь открываем, как крышечку. Это правильно, если кушать. Вкусно, да? Может, меня хлебушком угостишь сначала? Тюкни вон там маслице, я вижу. Видите, видишь, там на донышке есть маслице. Ну, гони, пожалуйста, маслице туда. Во. Ой. Я уже чувствую вкус такой.
Главное, кости, чтобы не упасть. Да. Вкус детства. Черенянь. Очень вкусно. Ну и еще попрошу, Маша, кусочек рыбы. Ой, друзья, так вкусно. Хлебушек такой вкусный. Он пропитался этим рыбным соком. Вообще, хоть замечательный. Без косточек мне, пожалуйста, кусочек рыбы, пожалуйста, сразу. Потому что я за камерой, да. Ой, друзья, это благодать. Вы, наверное, слышите, как я чавкаю. До чего же это безобразно, конечно, с моей стороны, но это, друзья, очень вкусно. Все приготовилось, рыба приготовилась. Сочная, с маслом особенно. Ой, Маша, так вкусно. Просто, Так что, хотя долго не готовила, не делала это, но все-таки получилось. руки помнят. Как говорится, если раз делали и умеете делать, это хоть и столько времени прошло, давно не готовили, но все одно, руки помнят и делают такую вкусняшку. Видите, там на дне сок, рыбный сок и маслице такое, ну и яйца, соответственно. Вкусно, красиво, ну и не очень сложно. Согласна, Маша, да ведь? Готовить. Никаких специй сюда мы не кладем в эту рыбу. Ни лука, ни перца, ни лимона, только рыба, соль, сливочное масло и хлебушек. Очень Ну вкусно. и для полного классического рецепта в коми деревнях, конечно, это делали в русской печке. Просто мы уже не приспосабливаемся к печке. Мы утром печку рано затопили, она у нас, ну, как говорится, убежала. То есть не уследили, жар ушел. Ну, на этот случай у нас всегда есть духовка. Вот. Тоже вкусно очень получается. И думаю, у многих людей нет уже печки, да? А духовки везде уже есть. Маша уже булочками чай пьет. Нормально? Пуш-пуш? Ох, какая булочка. Пуш-пуш. Так что вкусно, мягко. Да. Ну и все, друзья, на этой вкусной ноте, на этом мукбанге, как говорится, мы заканчиваем это видео. Видео о том, как мы делали рыбник по коми черри нянь. Вот так. Ну и еще раз. Конечно же, это видео уже выйдет на следующий день этих съемок, потому что мне надо еще это видео монтировать, закачивать, интернет слабенький еще. И выйдет это, скорее всего, в воскресенье уже. В воскресенье с утра. Пожелаем мы вам отличного дня. С Машей желаем отличного дня. И поздравляем еще раз уже с прошедшим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаем мира, добра, любви и позитива. Готовьте такие рыбники, такие булочки и угощайтесь сами, и угощайте своих родных. До новых рассветов, друзья. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А мы будем дальше угощаться, пока рыба горячая. Вообще на горячую рыбу так вкусно. Прям замечательно. Пока рыба горячая, будем угощаться дальше. Пить чай с булочками. И все. Ну и, конечно же, забыл, друзья. Маша 1000 нравишек, а от меня ей 1000 поцелуев. Всем пока.